Сыктывкарский суд не стал избирать меры пресечения бывшему вице-премьеру Коми Константину Рамаданову. Экс-фигуранта дела Гайзера осудили за коррупцию в 2018-м. В тот же год региональное следственное управление возбудило в отношении него еще одно уголовное дело по факту передачи взятки в крупном размере директору Коми Республиканского центра энергосбережения Рубену Ветошеву. Как высокопоставленному фигуранту удалось избежать ареста, расскажет Евгений Стокос. Здравствуйте. Комитет, знаете, Юрий Валерьевич, вы задержаны по подозрению в совершении преступления, получения взятки в крупном размере. Вы же собираетесь, нужно будет проехать с нами. Хорошо. В кабинете Рубена Ветошева сотрудники региональных управлений Следственного комитета и ФСБ появились 24 ноября 2017 года. Возглавляемый им Коми Республиканский центр энергосбережения появился в 2006-м по решению республиканского правительства, прежде всего для реализации энергосберегающих проектов. Одним из ярких примеров проектов с точки зрения процентов и суммы экономии является, например, проект, реализованный на объекте государственного учреждения «Автотранспортное управление здравоохранения» Республики Коми. Эффект составил почти 80% к базовому уровню или 9,5 миллионов рублей за 4 года. Центр энергосбережения подчинялся региональной службе по тарифам и ее руководителю Илье Первакову. Следствие выяснило, именно он был посредником между Рубеном Ветошевым и зампредом правительства Константином Рамадановым. С 2011 по 2015 год ежемесячно, вплоть до ареста, вице-премьер передавал Ветошеву наличными от 8 до 12 тысяч рублей на общую сумму почти в 600 тысяч целковых. За получаемое денежное вознаграждение фигурант должен был осуществлять общее покровительство и попустительство по службе коммерческим организациям подконтрольным взяткодателю, которые осуществляли деятельность в сфере тепло- и электроснабжения, в том числе обеспечивать преимущественный отбор и финансирование их проектов. Подконтрольные Рамаданову 5 коммерческих компаний под реализацию энергопроектов с 2017 по 2015 годы получили в госучреждении льготные займы под 5-8% годовых. Сумма превысила 1 300 000 рублей. Центр энергосбережения занимался в том числе выдачей займов на льготных условиях для данных коммерческих организаций. Кроме того, в случае, если они не успевали расплатиться или еще какие-то допускали нарушения при расчетах, Ветошев, в свою очередь, не принимал мер к взысканию и к ведению претензионной исковой работы в отношении данных коммерческих организаций. Ветошева и Рамаданова изобличил Илья Перваков, который заключил соглашение о сотрудничестве. Экс-руководителя Центра энергосбережения в 2019-м суд признал виновным и назначил ему штраф в 3,5 миллиона рублей и на 3 года запретил занимать руководящие должности. На Рамаданова уголовное дело возбудили в августе 2019-го. Поскольку он проходил по основному уголовному делу, следствие по этому эпизоду в 2020-м приостановили. Отбыв основное наказание в колонии, Рамаданов вернулся в Коми и был снова задержан. Следствие выходило с ходатайством об избрании меры пресечения в виде ареста. Сыктывкарский суд даже продлевал ему задержание еще на 3 дня. Но в итоге следствие его отпустило на свободу и отозвало ходатайство. Причины такого решения не разглашаются. Можно лишь предположить, что Рамаданов пошел на полное сотрудничество с силовиками.